Kremlin berharap bahwa upaya untuk menjelaskan pengoperasian laboratorium Amerika Serikat di Ukraina akan berhasil. Seluruh dunia ingin tahu apa sebenarnya yang mereka lakukan di sana, kata juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov dilansir Tribun Timur dari kantor berita Rusia TASS Jumat hari ini. Masalah ini sangat penting, tentu saja. Mungkin, ini penting bagi seluruh dunia. Diharapkan dapat menjelaskan aktivitas fasilitas ini di Ukraina, yang sebenarnya dijalankan oleh Amerika Serikat sebagai spesialis, kata Peskov kepada media. Tampaknya, seluruh dunia ingin mengetahui apa yang Amerika Serikat lakukan di Ukraina sana, lanjut Peskov. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan bahwa selama bukti operasi militer khusus Rusia diperoleh, rezim di Kiev berusaha menghilangkan semua bukti dan jejak program biologi militer yang didanai Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Ukraina. Majen Igor mengatakan staf laboratorium Ukraina bersaksi bahwa pada tanggal 24 Februari sejumlah patogen wabah, antraks, kolera, dan penyakit mematikan lainnya yang sangat berbahaya segera dimusnahkan. Rusia mengunggah dokumen rahasia tentang senjata biologis yang dikerjakan Amerika Serikat di Ukraina ke website dan kini bebas diakses. Amerika Serikat membantah tuduhan Rusia tentang dugaan keterlibatan Washington dalam laboratorium senjata biologis dan pengembangan senjata kimia di Ukraina. Tuduhan Rusia tidak masuk akal dan menggelikan. Ini adalah propaganda klasik Rusia, kata juru bicara Pentagon John Kirby. США по снижению военной угрозы, финансированию и проведению военно-биологических исследований на территории Украины. Стали известны подробности проекта ЮП-4, который реализовался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла. В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов. При этом были выявлены как минимум 2 вида перелетных птиц, маршруты которых переходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающие через страны Восточной Европы. Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение особенностей которой вызывает много вопросов. Кроме того, интересен проект P-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши, в том числе приоритетом изучения бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку, возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов. Обращает на себя внимание тот факт, что исследования проводятся в непосредственной близости от границ России в районах Черноморского побережья и на Кавказе. Проект реализуется с привлечением не только украинских, но и подконтрольных Пентагону грузинской лаборатории в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США. Проанализированы материалы по проекту ЮП-8, направленному на изучение вируса конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине, наглядно опровергает публичное утверждение США о том, что в биолабораториях Пентагона на Украине работают исключительно украинские ученые, без вмешательства американских биологов. Один из документов подтверждает, что все серьезные исследования повышенной опасности проводятся под непосредственным руководством специалистов из США. Расчетная ведомость начисления заработной платы, проводимым украинскими исполнителями работ, наглядно демонстрирует схему их финансирования. Подтверждается факт выплаты Управлением Министерства обороны США денежных средств за участие в исследовании напрямую, без привлечения посредников. Обращает на себя внимание крайне скромно по американским меркам оплата труда. Это свидетельствует о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег. Кроме того, изученные материалы содержат предложения по расширению военно-биологической программы США на территории Украины.
Так обнаружилось свидетельство продолжения завершенных биологических проектов ЮПИ-2, 9 и 10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней. Пентагон интересует также насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей, блохами и клещами. Характерно, что аналогичные исследования проводились в 40-х годах прошлого столетия при создании компонентов биологического оружия японским отрядом 731, члены которого впоследствии скрылись в США от преследования за военное преступление. Хочу напомнить, что представители западных государств крайне осторожно относятся к передаче своих биоматериалов. Вместе с тем, имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. Так, из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в референс-лаборатории инфекционных болезней Австралийского института Догерти были переданы 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения титра антител. Еще один пример. Финансируемый Германией проект номер 68727-ЕН по изучению возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В его рамках в Институт тропической медицины имени Бернарда Нохта, Гамбург, было передано 1000 образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. В ходе слушаний, прошедшей 8 марта в Сенатском комитете США по иностранным делам, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о наличии на Украине биообъектов, на которых проводилось исследование в области биобезопасности. Она выразила беспокойность возможностью перехода этих биолабораторий, находящихся там материалов, под контроль российских вооруженных сил. По имеющейся информации, американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудование, во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство города Львова. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши. По сути, своим высказыванием Нуланд косвенно подтвердила осуществление Пентагона военно-биологической программы на Украине в обход действующих международных договоренностей.